Изначально повестка дня сегодняшней сессии была достаточно короткой, всего 12 вопросов. Однако одной из первых и точно первостепенных стала тема, которой изначально здесь не было – это поправки в Конституцию России. Вслед за федеральными законотворцами свое слово предстояло сказать региональным. В начале рассмотрения депутатов проинформировали, что, собственно, меняется. Внесены изменения непосредственно в 41 статью глав с 3 по 8 Конституции Российской Федерации. Кроме того, предлагается дополнить Конституцию 5 новыми статьями. Тематически предполагаемые новшества можно разделить на несколько блоков. Это международное право, социальные вопросы, работа федеральной исполнительной законодательной власти, изменения для судебной системы, прокуратуры, а также местного самоуправления. Рустам Минниханов и Ментимир Шаймиев призвали депутатов поддержать поправки. Президент четко, ясно уже несколько раз сказал, и нам просто вот этот путь, дорожную карту надо пройти. Я уверен, что мы эту работу пройдем. Я обращаюсь к депутатам, прошу поддержать те изменения, которые внесены в Конституцию. Постепенно мы это чувствуем, Государственный совет, президент республики, что необходимости появляются. Она и есть, но каждый раз невозможно дотрагиваться до Конституции. Россия многонациональная страна, прийти к единому мнению очень и очень сложно, но к этому мы должны стремиться, в конечном счете мы должны суметь вырабатывать такие конституционные нормы и образ жизни на будущее. Фарид Мухаммедшин, входивший в федеральную рабочую группу по изменению Конституции, отметил, спорные и радикальные предложения отсеивались в ходе обсуждения. Радикальных, порой даже абсолютно неаргументированных вопросов, которые в рабочей группе сняли. И Владимир Владимирович, и администрация президента, которая подключилась на каком-то этапе к совместному рассмотрению этих вопросов, уберегли нас от того, чтобы мы радикально поменяли эту действующую Конституцию, на которой сбалансированно развивается и живет российский народ. Нужны ли такие изменения, сегодня предложили высказаться депутатам. Необходимо было корректировать с реалиями нашего времени и с учетом, конечно, тех перспективных изменений, которые нас могут быть ожидать. Обновленная Конституция сплотит народы России. Как заявили, фракция единороссов выступает за изменение Конституции. Социальный блок внесенных поправок, многие из которых сделаны из регионов, они имеют наиболее солидарную и позитивную оценку. Коммунисты одни поправки одобряют, другие нет. КПРФ поддержала те поправки Конституции, которые усиливают государственность, социальную справедливость, возвещают труд, облагородят семью, поддерживают детей, стариков. В итоге при голосовании коммунисты воздержались. За поправки проголосовали абсолютное большинство – 78 депутатов. Соглашусь с мнением Ментимира Шаймиева, с Рустамом Нургалиевичем на тему того, что, конечно, нужно поддержать изменения в Конституцию. Все равно это идет на улучшение жизни страны, на улучшение жизни россиян. Решение социальных вопросов и обращение внимания на те вопросы, которые в какой-то степени оказывались вне сферы государства. Чтобы быть принятыми, поправки должны получить одобрение большинства региональных парламентов. Свое слово скажет и Конституционный суд. Решающим же будет всенародное голосование. Изменения всегда к лучшему, я считаю. Конституция есть для того, чтобы ее не менять. Мнение, наверное, дозрело. Обстановка. Надо менять. Что-то менять, добавлять, менять. Давно не было изменений в Конституции. Знаю, что очень много поправок туда вносится. И на самом деле мы, конечно, ждем только, что у нас улучшится все. Ожидается, что всенародное голосование по Конституции пройдет 22 апреля. Если большинство россиян поддержит поправки, документ отправится на подпись президенту. И после опубликования новый основной закон обретет законную силу. Дмитрий Айринин, Ринат Сафин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Yoz yaxshi xabarlar olib kela. Yangi asr kanalida dunyo ko'rgan Jili izlayjonlar filmin qabat qarorga tilaysizmi? Ko'p sonli tomoshachilar so'rovi bo'yicha filmning barliq seriyalarini hozir tnv.ru saytida ko'rarga bo'ladi. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.